Здравствуйте, вы смотрите выпуск новостей на телеканале ТУВА-24. Мои коллеги и я, Азамат Ачу, расскажу вам о главном событии этого дня. И коротко о главном. Жители Агдаурака положительно оценили отчет деятельности правительства Тувы за минувший год. Кызыльский транспортный техникум отметил свой юбилей. В Чахольском районе прошел форум матерей, посвященный Году семьи. В Туве на организацию летнего отдыха детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в текущем году выделено из республиканского бюджета более 50 миллионов рублей. Во Дворце культуры города Агдаурака члены правительства Тувы выступили с отчетом о своей деятельности за прошедший год и рассказали о приоритетных направлениях работы на текущий период. Такие отчеты позволяют жителям получить информацию о результатах работы властей, оценить их эффективность и прозрачность, а также задать вопросы и выразить свои мнения по актуальным проблемам. В ходе отчета жителям Агдаурака рассказали о достигнутых результатах Тувы в сфере развития человеческого капитала, здравоохранения, культуры, экономического развития и многого другого. У нас в этом году, как по видео видели, у нас, как было отмечено, беспрецедентный объем капитального ремонта школы республики. За прошлый год, позапрошлый год проводились. У нас порядок приведено более 40 общеобразовательных организаций в республике. И у нас в этом году, на 2024 год, по плану у нас третья школа города Агдаурака, которая находится на улице ВЛКСМ, тоже попала в эту программу. И у нас в этом году начнется капитальный ремонт нашей третьей школы. Также он отметил, что будет проводиться ремонт одной из самых важных автомобильных дорог в республике – Агдаурака-База, которая соединяет Туву с Хакасией. Более того, она ведет к международному пропускному пункту Хандагайты на границе с Монголией. Поэтому ремонт там необходим. Перед жителями Агдаурака также выступило руководство местной администрации, где был поднят вопрос о дальнейшей судьбе горно-обогатительного комбината «Тува-Асбест». Вопрос держится на контроле в поисках инвестора, который готов купить активы бывшего нашего комбината «Тува-Асбест». Я прошу этот вопрос не оставлять без внимания. Я прошу нас поддерживать поиски. Со стороны администрации городской тоже они проводятся. Но у нас, сами понимаете, у нас достаточно ограниченные возможности. В Министерстве экономики этот вопрос тоже разрабатывается. Это очень сложная работа. Это не просто так, не 1 миллион, конечно, это стоит. Даже в том виде, в каком сейчас комбинат у нас находится, в нынешнем, и то он стоит десятки миллионов рублей. И там же не просто так купить. Там, если какой-нибудь инвестор найдется, он купит комбинат, ему надо разработать все эти проекты, все инвестиции, там 100-миллионные, наверное, затраты это будут. После выступления жители города задавали вопросы, которые касались различных сфер жизнедеятельности Агдаурака. Одним из тех, с кем удалось поговорить, стал директор школы номер 2 города Агдаурака Игорь Булавка. По его словам, в ходе отчета правительства отметили положительные тенденции во всех сферах республики. Отчет правительства, я считаю, отличным. То есть конструктивно, что можно отметить, это строительство нашей республики. Строительная отрасль, насколько я по отчету узнал, что в дальнейшем ипотека будет продолжена, дай бог. Ну, конечно, и как являюсь директором школы образовательной, хотелось бы отметить в образовании, какой вклад делается. Это цифровая образовательная среда, это раз, большое. Точки роста, все образовательные организации, всей нашей республики необходимым компьютерной техникой, инвентарем, оборудованием. С данным мнением солидарна и главный врач Барунхемчикского медицинского центра Чимис Кулар. Она отметила, что в республике идет положительная динамика в строительстве, реконструкции дорог, в помощи участникам СВО и многих других направлениях, в том числе и медицине. Благодаря работе республиканского правительства в работе удалось построить 4 ФАПа. Данные работы будут продолжены. В этом году, сдали нашу больницу детскую, которая с 80-го года, 44 года, она не ремонтировалась ни разу. Там стены были уже прохудившиеся, все, кровля. Сделали капитальный ремонт. Сейчас мы в новой больнице детской работаем, очень хорошо, приятно. И оборудование новое по национальным проектам здравоохранения, демография у нас. То есть комплектация идет, снова приезжают врачи. Программы работают земский доктор, земский фельдшер, региональная программа по возврату специалистов. То есть программы работают, люди приезжают, с удовольствием работают.
Отчет перед населением способствует укреплению доверительных отношений между жителями города и властями, позволяет комплексно провести анализ проведенной работы правительства за прошедший год. Представитель местной молодежи также оценила отчет правительства. Вопрос капитальных ремонтов. Например, у нас есть молодежный центр, который открыт благодаря администрации нашего города. Хотелось бы, чтобы наш центр поучаствовал в конкурсе капитального ремонта, чтобы мы попали туда. У нас есть центр сам. Хотелось бы, чтобы там был капитальный ремонт, чтобы мы, молодежь, приходили, создавали свои проекты и участвовали. В завершении мероприятия представители правительства ответили на вопросы жителей города, а также выслушали предложения и наказы по решению различных проблем, касающихся развития города. Граждане позитивно оценили работу регионального правительства. Напомним, что в Туве с 15 апреля объявлен особый противопожарный режим, во время которого пребывание граждан в лесах допускается только при наличии соответствующего пропуска. Об оперативной информации о лесопожарной обстановке и проводимых профилактических работах в республике расскажет Айдана Саденма. Глава Тувы Владислав Хавылых в своем блоге сообщил, что лесничествами республики заключено более 500 соглашений с чабанами и фермерами региона по недопущению сельскохозяйственных палов и соблюдению правил противопожарного режима. Пока особый противопожарный режим ввели до 6 мая. При необходимости будем его продлевать. В этот период пребывание в лесах допускается исключительно при наличии пропуска от Минлесхоза Тувы. Категорически запрещено проводить любые пожароопасные работы, разводить костры и сжигать мусор. В случае нарушения физических лиц могут оштрафовать до 40 тысяч рублей. Юрлиц – до 600 тысяч рублей. С начала пожароопасного режима в республике уже зарегистрировано 2 лесных пожара. Это возгорание на территориях Кахемского и Пихемского районов. В обоих случаях причиной является переход степного пожара, который произошел по вине человека. На утро 19 числа у нас зарегистрирован 3-й лесной пожар. Он происходил на территории Кахемского кожуна. На утро уже лесники дали локализацию 3-го пожара, но уже сейчас они ликвидировали данный пожар и делают уже карточку лесного пожара. 3-й лесной пожар по предварительным причинам произошел по вине человека. Также Саин Ондар рассказал, что все 3 лесных пожара, которые были зарегистрированы на данный момент, ликвидированы в первые сутки в течение 24 часов. Это показывает эффективную работу лесопожарной и авиапожарной служб. Мы хотим достучаться до каждого жителя нашей республики, что леса – это наше самое большое богатство, и мы хотим их сохранить. Поэтому давайте будем беречь нашу республику, нашу природу и наши леса от лесных пожаров и, самое главное, от человека. Информирование населения о правилах пожарной безопасности в лесах во время пожароопасного сезона является одной из основных задач Департамента лесного хозяйства Тувы. Данной работой занимаются общественные инспекторы по охране окружающей среды, у которых есть полномочия контролировать и отслеживать соблюдение лесных экологических норм и правил на территории нашей республики. Целью нашей работы является информирование граждан по поводу пожароопасного режима по республике Тува, поскольку половина пожаров случается по вине человека. Я считаю, что наша работа очень важна, поскольку деревья, то, что гибнет от пожара, очень важно и играет огромную роль в окружающей среде. Отмечается, что за нарушение требований противопожарного режима для граждан предусмотрены штрафы до 40 тысяч рублей, а для юридических лиц до 500 тысяч рублей. В лесных массивах по всей территории республики усилены ежедневные патрулирования и круглосуточные дежурства лесных инспекторов районных лесничеств. Айдана Сенденма, Батыр Базан, Маргарита Мангуш, телеканал ТУА-24. Сегодня поздравления в свой адрес принимает Кызыльский транспортный техникум. В честь юбилея на площадке техникума провели различные мастер-классы. Также были представлены самосвалы, грейдеры и учебные машины. Юбиляров пришли поздравлять выпускники, ветераны отрасли и региональные власти. На торжественном мероприятии побывала Инна Клоян. Перед началом главного мероприятия у здания техникума студенты показали свое мастерство владением экскаватором, грейдером. Профессиональное мастерство и отточенные навыки управления крупногабаритной техникой они показывали в исполнении непростых элементов. Один из студентов показал мастер-класс «Как забить гвоздь ковшом».
Выполнить тонкую и ювелирную работу, как рассказал студент, получилось с первого раза. Главное – чувствовать масштабы своего железного друга. Здесь нет ничего трудного, если дается тренировка, дается время на тренировки, чтобы почувствовать технику. То есть это надо все просто чувствовать, и тоже должна быть своя внимательность. То есть надо наблюдать, что у техники есть такое свойство, что, например, ты рычаг чуть больше качнул, у тебя уходит дальше. Чуть не дожал, он не дойдет. То есть надо чувствовать технику, чувствовать, как работает гидравлическая система. Полностью надо все чувствовать. Это нарабатывается со временем и с тренировками. Кроме этого, студенты демонстрировали навыки вождения на автомобиле. Проехать змейку, подъехать на малой скорости к балке и сбить ее так, чтобы не упали кегли. Чтобы не сбить кегли, нужно побольше тренироваться, на малой скорости подъезжать, чувствовать машину, владеть ей. Далее гости, представители регионального министерства образования, столичной власти и представители техникума посетили музей, где представлены работы и макеты студентов прошлого века. 60 лет назад это было одноэтажное, малоприспособленное для учебного процесса здание. А первые выпускники вспоминают, как учились, жили и строили этот современный корпус. Эти воспоминания не потеряны, а с большой любовью сохранены в музее техникума. Студенты каждый у нас поступающий проходит экскурсию нашу. А они сами читают? Нет, только вы читаете? Быть директором техникума в любые времена было нелегко, но руководство образовательного учреждения достойно справлялось со всеми трудностями. Директор Егор Чистяков поздравил преподавателей и студентов с таким важным и значимым событием для всего коллектива. 60 лет для образовательного учреждения – немалый срок, но я надеюсь, что это только начало пути, и мы не опустим поднятую планку. Поздравляю со славной датой ветеранов, преподавателей, сотрудников и студентов техникума, наших выпускников. Немалая роль во многих начинаниях по улучшению качества жизни и образования населения принадлежит главе Тувы Владиславу Хавалыгу, правительству региона и Министерству образования. К словам поздравления присоединилась министр образования республики Елена Хардикова. На самом деле сегодня в системе образования нашей республики знаковое событие. Наш флагманский техникум отмечает свой юбилей. Примите самые искренние поздравления. Я поздравляю в первую очередь. Будут на заставке, которая показана, выведена на экран, история, традиции, коллектив. Так вот, в первую очередь я с этим юбилеем хочу поздравить замечательный коллектив нашего техникума. Далее началась торжественная церемония награждения ведомственными наградами Министерства образования Тувы. Нагрудным знаком «Почетный наставник» была удостоена Ирина Добросоцкая, которая была наставником многих своих выпускников. Своей любимой работе она отдала более 30 лет жизни. Я, конечно, хочу поблагодарить, во-первых, и мое руководство, директора техникума Чистякова Егора Эдуардовича, потому что за оказанное доверие, и спасибо, конечно, Елене Викторовне Хардиковой, за поздравление, за такое, достаточно неожиданно. этот нагрудный знак, почетный наставник. Я первая, кто его получил в этом техникуме. Конечно, знаете, огромное спасибо. Огромное спасибо вообще и коллективу, и этому техникуму. Это просто фактически родной дом. Родной дом, уже половина жизни прошла просто в этом техникуме. Также за значительные успехи в сфере образования и добросовестный труд почетной грамотой Министерства образования награждена преподаватель физики и информатики Елена Хавалык. В техникуме работает на протяжении 12 лет. Огромная благодарность своему коллективу, директору, администрации техникума, также Министерству образования Елене Викторовне Хардиковой. За все эти годы работы всегда каждый день вкладываешь свои знания, воспитание своих студентов. И за то, что оценивает труд педагога, очень приятно, было неожиданно.
и очень отрадно. Спасибо всех, значит, поздравляю с юбилеем нашего техникума и дальнейших успехов нам. Каждый год техникум выпускает квалификационных специалистов, которые востребованы на рынке труда в самых разных отраслях. Это дорожники, строители, электрики, экономисты, юристы. Студенты и преподаватели техникума также присоединились к поздравлениям. Я работаю здесь почти 40 лет, округлил чуть-чуть, с маленьким хвостиком. За это время прошло очень много студентов. Знаете, в среднем по 300 выпускников каждый год. То есть это можно посчитать практически население большого города. 60 – это не окончание жизни. 60 – это рассвет сил для человека. А для техникума, я думаю, это очень молодой, самый лучший техникум по всей у нас республике, с чем я его с юбилеем техникум поздравляю. Это место для многих уже стало вторым домом, потому что многие здесь проводят времени примерно столько же, сколько и дома. Здесь очень хороший коллектив. Про учителей можно сказать многое, однако это может затянуться несколько часов, поэтому скажу кратно. Все учителя добрые, отзывчивые. С некоторыми можно поговорить даже на разные темы, которые не зависят от учебы. Если что-то не так, они с радостью помогут. Большинство учителей здесь даже с юмором. Хотел бы всех поздравить, всех наших студентов Кызылского транспортного техникума. Все-таки такой большой юбилей, 60 лет как-никак. И пожелать всего самого наилучшего. Сейчас в техникуме обучается более 1400 человек. Коллектив учебного заведения активный, стремится подготовить конкурентоспособных, востребованных специалистов. За все время в его стенах подготовлено более 35 тысяч специалистов. Многие из закончивших его стали профессионалами с большой буквы, инициаторами масштабных дел и проектов, которые изменили республику. К словам поздравления присоединился и директор филиала управления автомобильных дорог «Енисей» Владимир Мельников. Уважаемый Егор Эдуардович, уважаемый коллектив Кызыльского транспортного техникума, уважаемые работники, дорогие наши студенты, будущие коллеги, разрешите пожелать вам здоровья, счастья, семейного благополучия, достижения профессиональных высот в этот торжественный день 60-летия Кызыльского транспортного техникума. Ждем вас к нам на работу для решения поставленных задач Владимиром Владимировичем Путиным и Владиславом товарищем Таичем. Автодорожный техникум всегда был передовиком-новатором в самых разных направлениях и всегда был заточен на воспитание технарей, геологов, дорожников, инженеров-транспортников, строителей. Здесь хорошая материальная база для практических занятий по специальности раскрытия творческого потенциала ребят. Инна Клаян, Чайхан Тангак, Ангар Кучугет, телеканал Тува-24. Тува вошла в топ-5 самых активных регионов, голосующих за объекты благоустройства программы формирования комфортной городской среды президентского у нас проекта «Жилье и городская среда». Сейчас абсолютными лидерами голосования выступают жители Дзунхемчикского, Барунхемчикского и Кахемского кожунов. Буквально за несколько лет по федеральной программе мы реконструировали более 140 скверов, парков, детских и спортивных площадок, стадионов и целых улиц. Уже приступаем к обновлению 30 мест общественного отдыха в столице и районах республики по проектам этого года. До окончания голосования еще 11 дней. Успейте проголосовать за красивый, современный и комфортный облик городов и сел Тувы. Важен каждый голос. Напомним, что принять участие в голосовании может любой житель субъекта России старше 14 лет. Проголосовать за благоустройство общественного пространства можно на сайте загородсреда.ру через платформу госуслуги. В столице Тувы и муниципальных образованиях продолжается сезон по благоустройству и озеленению территорий. Особенно активно в этих делах участвует Чахольский район. Какие мероприятия проводятся там для улучшения экологической обстановки и создания комфортной атмосферы для жителей, узнавала наша съемочная группа. Благоустройство территории играет важную роль в создании комфортной и привлекательной среды для жизни и отдыха. Одним из важных элементов этого процесса является установка освещения. Качественное и эффективное освещение способно преобразить и подчеркнуть достоинство любой территории, придав ей уют и безопасность. У нас по благоустройству в 2023 году были установлены уличные светильники по улице 60 лет октября на протяженность 1 километр
Всего установлено 28 светильников. Помимо этого, Сайдаш Сакандай рассказал, что с марта текущего года в муниципалитете объявлен месячник по санитарной очистке общественных территорий и посадке деревьев. 29 марта по сей день всего проведены по пятницам 3 субботника по санитарной очистке и уборке ограждений населенных пунктов Кожуна. В них участвовали всего по Кожуну 32 организации за 3 выезда. Из них 160 работников и местные жители, частные домовладения. Из них убрано всего 19 кубометров мусора. Отмечается, что работы по очистке территорий проводятся во всех населенных пунктах района. В селах Актурух, Булунтерек, Шанчи и в районном центре селе Чахоль. Они продолжатся до 3 мая. Сегодня в Кызыле подвели итоги всероссийского конкурса «Безопасное колесо». Участие в таких мероприятиях поднимает важные вопросы безопасности на дорогах и способствует формированию правильного поведения маленьких участников дорожного движения. О том, кому выпала большая честь представлять свой регион на финале в соревновании в Артеке, расскажет Айсу Мангуш. Главной задачей конкурса «Безопасное колесо» является профилактика детского травматизма и воспитание с раннего возраста культуры поведения на дорогах. Участие в подобных соревнованиях помогает детям осознать важность соблюдения правил дорожного движения. Сегодня в нашем соревновании принимают участие 12 команд с общим охватом более 70 участников. В настоящее время в Туве насчитывается 174 отряда ЮИД с общим охватом более 3500 человек. В конкурсе участвуют школьники со всех уголков республики. Приехали команды даже из самых отдаленных районов – Сюдхолского, Авюрского и Менгунтайгинского. С приветственной речью и словами поддержки выступила министр образования Елена Хардикова. Дорогие ребята, вы являетесь участниками очень важного, серьезного мероприятия. Надо сказать, что вы уже победители. Я вас с этим от всей души поздравляю. Благодарю вас, ребята, за ваш энтузиазм, за ваше неравнодушие к тем вопросам, которые вы занимаетесь, которые вы пропагандируете. На проезжей части ребенка может поджидать любая опасность, и надо быть предельно внимательным и осторожным. Самым эффективным способом в обучении ребенка безопасному поведению на дороге станет объяснение, внушение, убеждение, а также личный пример взрослого. Ежегодный традиционный конкурс «Безопасное колесо» в очередной раз подтверждает, что ребята из отрядов юных инспекторов движения являются примером для своих сверстников, с которыми они делятся своими знаниями, навыками в дорожной азбуке. Одним из направлений ГИБДД является профилактика детского дорожно-транспортного травматизма на дорогах. В работе сотрудников госавтоинспекции помогают ребята, юные инспекторы движения. Данный конкурс является значимым событием для обеих сторон. Я участвую второй уже раз, и второй раз уже бываю капитаном команды. Самой мне очень нравится участвовать в этом конкурсе, потому что интересно все узнать, попробовать себя в роли там инспектора или попробовать поездить фигурным катанием. Я приехал из школы, живу в селе Соксы. Я из 3 Б класса. Юный инспектор движения я стал совсем недавно. Даже так я знаю, что не нужно нарушать правила. Представлять на российском уровне Туву в конкурсе «Безопасное колесо» будет команда учащихся школы номер 1 города Шаганара Улухемского района. Соревнования пройдут в июне этого года в городе Сочи. Айсу Мангуш, Владимир Сюртук, Дожусад, телеканал Тува-24. Полномочное представительство Тувы в Москве постоянно посещает участников специальной военной операции из нашей республики, которые находятся на лечении в госпиталях столицы. На этот раз вместе с сотрудниками полпредства к бойцам пришли сотрудники Центра тувинской культуры и артист ансамбля Тува Седемол Кулар, который выступил перед ребятами и показал мастер-класс по горловому пению и игре на народных инструментах. Бойцы были счастливы встрече со своим земляком. Работники полпредства Тувы традиционно приготовили для военнослужащих домашнюю еду, провели консультации по юридическим вопросам, в том числе касающих выплат, и подарили намоленные ламами монастыря Ладак обереги красной нити. Начиная с 1991 года, 19 апреля свой профессиональный праздник отмечают сотрудники службы занятости населения. Они помогают людям находить достойную работу
и организовывают различные курсы переподготовки. Их труд играет огромную роль в социальной стабильности и профессиональном развитии населения. О том, что остается за кадром организации и сколько человек работают на благо жителей республики, расскажет наш корреспондент. 2 года назад Оксана Южная обратилась в службу занятости населения в поисках работы. После успешного конкурса на вакантную должность ее приняли на работу в саму службу, где она показала свою высокую работоспособность и за это короткое время достигла определенных успехов в карьере. Решила попробовать себя в этой сфере. Прошла конкурс, и меня взяли на должность ведущего инспектора. То есть непосредственно я работала с гражданами первое время. Вот. И через полгода меня назначают начальником первичного отдела. Служба занятости населения – одна из ключевых организаций республики, которая оказывает всестороннюю помощь жителям Тувы. Как рассказала Оксана Южная, это место, где заложены забота о людях, планирование курсов, координация их действий. Также коллеги поделились, что Оксана своей поддержкой и добротой выстраивает доверительные отношения с жителями, которые обращаются к ним. Она является ответственным сотрудником и всегда помогает нам в нашей работе. Очень лояльный и ответственный человек. Оксана Анатольевна и вся команда сотрудников службы, а их по всей республике 124 человека, содействуют в трудоустройстве безработных людей в 16 районах Тувы. Чтобы пройти комиссию по признанию безработного, необходимо подать электронное заявление через цифровую платформу «Работа России». Там же формируется резюме кандидата. Мы стараемся ему предложить в любом случае что-то. Может быть, если даже не по диплому профессию, может быть что-то другое. Может быть, ему обучиться на какую-то другую профессию. То есть мы предлагаем все услуги, которые ему помогут. Центр занятости населения уже 30 лет помогает жителям страны найти достойную работу, пройти обучение, переквалификацию и переподготовку по профессии. В 2023 году по проекту комплексной модернизации вся сеть занятости Тувы была модернизирована. Тува попала в число 17 субъектов, где впервые была проведена данная волна. На сегодняшний день вся сеть имеет единый стиль бренда «Работа России». Айсу Мангуш, Владимир Сюртук, Доржусат, телеканал Тува-24. В Туве продолжаются районные форумы матерей, посвященные Году семьи, инициированные Верховным Хуралом. Главные темы мероприятия важны и актуальны: поддержка участников специальной военной операции и их семей, укрепление семейных традиций и ценностей. На этот раз главный женский форум прошел в Чахольском районе республики. Тему продолжит наш корреспондент. В Доме культуры Чахольского района собрались семьи участников специальной военной операции, активисты Кажуна, волонтеры и общественники, а также трудовые коллективы, которые оказывают значимую помощь участникам СВО и их семьям. Для собравшихся выступил хор матерей Чахольского района. Женщина является хранительницей очага. Она несет на себе огромную ответственность за укрепление и благополучие семьи. Мы благодарим каждую мать за то, что воспитали и вырастили достойных сыновей, которые на сегодняшний день защищают нас с вами и свою родину. Участников и зрителей форума приветствовал председатель Верховного Хурала Тувы Кангол Дава. За помощь и всестороннюю поддержку, оказанную участникам СВО, он вручил специально разработанные памятные медали парламента за помощь специальной военной операции. Медали получили такие организации, как Совет женщин Чахольского района, школы сел Чахол, Актуру и Блумтерек, Чахольская центральная районная больница и Управление культуры района. В 2023 году силами чахойцев было собрано 380 тысяч рублей. Из резервного фонда администрации района выделено более 100 тысяч рублей. Таким образом, Чахойский район принимает активное участие в сборе гуманитарной помощи для участников СВО. Также в зону специальной военной операции из Чахольского Кажуна отправлены 5 автомобилей, различные виды технических средств, тувинские национальные украшения, теплые вещи, продукты питания, туши крупного и мелкого рогатого скота, медикаменты и предметы личной гигиены. В рамках мероприятия была организована площадка здоровья, где проводился прием психологов, юристов, специалистов социального фонда Тувы и филиала Газфонда «Защитники Отечества». Также в Доме культуры развернулась ярмарка местных товаропроизводителей и чахойских мастериц. Айсу Мангуш, Доржусат, телеканал Тува-24, Чахойский район.
18 апреля в России отметили Международный день охраны памятников и исторических мест. В Туве в этом году мероприятие, приуроченное к этому празднику, проходит с 15 по 28 апреля. Также в эти дни организованы субботники на объектах культурного наследия. На одном из них побывала наша съемочная группа. Управление по охране объектов культурного наследия службы по лицензированию Тувы традиционно провело субботник на одном из визитных карточек республики у памятника пастуха Кадарчи. Мы организовали субботник в целях сохранения объектов культурного наследия, расположенных на территории Республики Тыва и которые находятся под государственной охраной, и в целях популяризации этих объектов. В данном мероприятии принимают участие волонтеры Министерства культуры Республики Тыва, также Всероссийского общества охраны объектов культурного наследия и движение первых Республики Тыва. В благом деле за экологическую чистоту приняли участие и волонтеры Министерства культуры. Субботник – это прекрасная возможность для каждого жителя внести свой вклад в чистоту и порядок. Ведь чистота окружающей среды не только улучшает жизненные условия, но и создает благоприятную атмосферу для проживания и отдыха граждан. Мы всегда участвуем во всех мероприятиях, акций и торжественных мероприятий, которые проходят в городе Кызыле. Ежегодно участвуем в акции по охране, по очистке культурных памятников, находящихся в Республике Тыва. И в этот раз тоже мы по приглашению по службе лицензирования сегодня тоже принимаем участие по субботнику, уборке памятника Кадарчи. Семейные торжества, свадьбы, юбилеи и другие праздничные мероприятия часто включают посещение достопримечательностей нашего края. К сожалению, на этих местах скапливается мусор, в основном представленный пластиковыми отходами, бумагой и пустыми бутылками от алкогольных напитков. Для того, чтобы сохранить природную красоту региона, жителям и гостям Тувы нужно лишь соблюдать простые правила чистоты и охраны окружающей среды. Только общими усилиями можно сохранить и передать будущим поколениям уникальные памятники и культурные ценности в безупречном виде. Айдана Сенденме, Буян Мангуш, Ангар Кужгет, телеканал Тува-24. В 2023 году в оздоровительных лагерях и учреждениях республики и страны отдохнули почти 18 тысяч детей. 380 детей побывали на сменах всероссийских детских центров «Океан», «Смена», «Орленок», Международного центра «Артек» по путевкам Минпросвещения России, что в 2 раза больше предыдущего периода. На организацию летнего отдыха детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в этом году выделено из республиканского бюджета более 50 миллионов рублей. Это почти на 6 миллионов больше, чем в 2023 году, отметил глава Тувы Владислав Хавалык. В летних лагерях Тувы смогут бесплатно отдохнуть порядка 2800 детей, участников специальной военной операции. Детей из малообеспеченных, многодетных и неполных семей, сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, дети с ограниченными возможностями здоровья. Льгота распространяется на детей, состоящих на учете в системе профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Это были все новости данному часу. Я с вами прощаюсь. Берегите себя.